привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Иряник». Программа, в которой мы учим татарские слова вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня в кресле участников целая семья Миргаязовых. Это папа Алмаз, дочка Алсу в одной команде. Привет! И мама Флюза и сын Аслан. Добро пожаловать к нам в студию. Привет, привет! Аслан, скажи привет. Привет! Аслан очень любознательный и творческий мальчик. И несмотря на свой юный возраст, он участвует в различных конкурсах, где читает стихи и поет песни. Давайте посмотрим на экран. Аслан, а что ты любишь больше, петь или читать стихи? Петь, Петь, а какие песни? который я сейчас спел. Которые ты сейчас спел, твоя самая любимая песня, да? Флюза, скажите, а как открылся сын? Это, наверное, у нас как бы наследство идет, как бы у нас. И я сама любила в детстве, и папа у нас пел, как бы участвовал тоже в конкурсах. Вот в 3 годика где-то заметили то, что он начал нас петь. Действительно, семья очень творческая, потому что и Алсу очень творческий спортивный ребенок. С 3 лет она занимается фигурным катанием, ходит в художественную школу, а еще, как и ее брат, очень любит петь. Алсу, кем ты хочешь стать? Хочу стать художником. А что ты любишь рисовать? Я люблю рисовать диких зверев. А еще я люблю очень делать оригами. А кто ты в будущем, художник или спортсменка? Не решила. Еще не решила? Алмаз, а кем бы вы хотели видеть ее? Прежде всего, наверное, человеком, мамой, женой. Но с профессией не определились. Ну, с профессией, вот куда она сама двинется, мне кажется, у нее все-таки склад ума художника, то есть что-то с дизайном, с архитектурой будет связано, я так думаю. Да, вот так вот подтверждает слова папы. Ну что ж, мы познакомились с нашими участниками. Пора начинать нашу программу. Тема сегодняшней игры – еда ошамлык. В эфире программа «Бергаляп Иряник». Мы начинаем наш первый тур, который называется «Жауаптап. Угадайка». Итак, уважаемые команды, сейчас вы услышите рассуждения детей, которые говорят о теме сегодняшней программы «Еда ошамлык». И ваша задача узнать и угадать, о чем же они говорят. Итак, с какой команды начнем? Давайте с нас лучше. Аслан. Аслан, Итак, смотри, внимательно слушаем и угадываем, о чем идет речь. Хорошо? Слушай. Смотрим. Это то, что я ем суп. Он бывает разный. Черные, коричневые, белые, синие. С ним можно делать бутерброд с маслом, бургеры. Чтобы это сделать, нужно сначала собрать колосы, потом повезти их на фабрику. Из фабрики получится такой вот мука, и из нее вот сделают. Его печет бабушка моя. Еще она вкусная, еще в магазине. Итак, что же печет бабушка одного из наших героев? Хлеб. Ну, действительно, это хлеб. Хлеб по-татарски будет ипи. Ну, а вы приносите своей команде 1 балл. Я вас поздравляю. Ну что ж, переходим ко второй команде. Задание то же самое. Смотрим и угадываем. Его пьет Амелия, Заур, Амина. Это то, что я пью утром. Я его не пью. Это полезная самая еда. Оно белое. Из него получается мороженое. Ее дает корова. Что же дает корова? Это молоко. Это действительно молоко. Ну, а молоко по-татарски будет «сет». Ты тоже приносишь своей команде 1 балл. Я тебя поздравляю. Родители также смотрят и угадывают. Начнем с вас. Внутри нас есть. Делают из курочки, делают из коровы. Еще делают из лошадки. И из этещ. Нас могут съесть хищники. Из него делают котлеты и суп. Из него готовят котлеты, тефтели, фрикадельки. Еще котлеты.
Так, из чего же готовятся котлеты, фрикадельки фрикадельки. и еще котлеты, как сказал нам один герой? Наверное, это мясо. Совершенно верно, это мясо, ну а мясо по-татарски будет ит. Я вас поздравляю, счет пока 2-1. Но я думаю, что Алмаз уравняет счет, потому что мы смотрим и угадываем слово. Он теплый. Он бывает горячим, а потом становится холодным на завтрашний день. Это кусточисня. Он бывает красным, он бывает желтым. Это полезно для желудка. Мама его очень вкусно готовит. И потом маме показывают тарелочка, а там нет. Что же сначала бывает горячим, а на следующий день остывает, Алмаз? Ну, это, скорее всего, суп. Речь действительно шла о супе, а суп по-татарски будет аш. Я вас поздравляю, счет 2-2. И впереди пятое слово. Ребята, я предлагаю взять в руки фрукты, потому что они сейчас нам понадобятся. Кто угадает, тот и будет. Его добавляют в салат. Оно круглое. Бывает белым, бывает бежевым. Я никогда не ела его. Ну, чуть-чуть ем, но я его не так нежелательно люблю. Курица, кот. Белый круг, желтый еще круглее. Так, кто быстрее нажмет? Алса была первой. Яйцо. Совершенно верно, это яйцо. Яйцо по-татарски будет йомарка. Алсу, я тебя поздравляю, ты приносишь своей команде 1 балл. Я не угадал. Интересно? Итак, впереди у нас шестое слово. Активнее, Итак, Аслан, вся надежда на тебя. Смотрим на экран. Мама говорит, что он круглый, а оказывается, он квадратный. Его можно положить в компот, в пироги, еще в пряники, еще в печенье. От него идет зуд. Прячу, играю, чтобы мама не видела. Он белого цвета. Если его положить в чай, он будет сладким. Так, Аслан был первым на этот чай раз. любишь? Итак, Что ты любишь? Аслан, что кладут в чай, чтобы он был сладким? Сахар. Совершенно верно, это сахар. По-татарски сахар будет шикар. Я вас поздравляю. Друзья, счет 3-3, побеждает дружба, но впереди второй тур нашей программы. В эфире программа «Биргалап Ирянык». Тема сегодняшней игры «Ошамлык. Еда». Мы приступаем ко второму туру, который называется «Истякалдер. Запоминалка». Но прежде чем мы его начнем, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Я сейчас поочередно буду говорить слова на русском. Ваша задача сказать их перевод. Итак, Алсу, начнем с тебя. Как будет по-татарски хлеб? Ипи. Совершенно верно. Аслан, молоко. Сыт. Именно так. Алсу, яйцо. Юморка. Юморка. Аслан, сахар. Шикар. Отлично. Алсу, мясо. Ит. Аслан, как будет по-татарски суп? Ош. Аш. Совершенно верно. Ну что ж, мы вспомнили слова, которые сегодня выучили с нашими командами. Задание второго тура очень простое. Сейчас вы увидите на нашем экране картинки. Все они посвящены сегодняшней теме. То есть это те слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, в какой ячейке находится то или иное слово. На это мы вам дадим 15 секунд. После чего мы поочередно каждой команде зададим вопрос, в какой ячейке находится то или иное слово. Если вы правильно ответите, то получаете 1 балл. Итак, если вы готовы, мы смотрим на экран и запоминаем ячейки. Ячейки запомни какие-то. Итак, время вышло. Первый вопрос, Алсу, тебе. В какой ячейке находится хлеб? Хлеб. Можете посовещаться. Третий. Как думает папа? Хлеб находится в третьей ячейке. Открываем третью ячейку. Там действительно находится хлеб. 1 балл вашей команде. Аслан, в какой ячейке находится молоко? Süt? 8. 8? Да, 8. Открываем 8-ю ячейку. Совершенно верно, там находится süt, молоко. Алмаз, вопрос вашей команде. В какой ячейке находится яйцо, юморка? В 1. В первой. Алсу думает, что в первой. Открываем первую ячейку. Совершенно верно, яйцо находится именно там. Продолжаем с вашими соперниками. В какой ячейке находится сахар? Помнишь? Шикар. Шикер. Во второй.
Аслан, в какой ячейке находится сахар, шикар? Во второй? Во второй? Давайте посмотрим вторую ячейку. Совершенно верно, молодцы. Ну что ж, следующий вопрос мы угадываем с помощью наших фруктов. Я задаю вопрос, кто первый нажмет, тот и будет первым отвечать. Готовы? Держи. Итак, в какой ячейке находится суп? Аслан был первым. В какой ячейке находится суп? Мама помогает. 9. Открываем 9-ю ячейку. Там действительно находится суп. Итак, еще один вопрос. Отвечаем также с помощью наших фруктов. Кто быстрее нажмет, тот и будет первым отвечать. В какой ячейке находится мясо? И Алсу была первой. Алсу. 6. Открываем 6-ю ячейку. Совершенно верно, молодцы. Ну что ж, друзья, счет после второго тура 6-6. У нас вновь ничья, и исход нашей игры решит третий тур нашей программы. В эфире программа «Бергаляп и Рянник». Со счетом 6-6 мы начинаем третий тур нашей программы, которая называется «Домисолька». Итак, уважаемые команды, сейчас вы услышите песню, в которой прозвучат слова на тему «еда». Но ваша задача записать только те слова, которые мы сегодня выучили. Итак, если вы готовы, мы слушаем песню. Будьте внимательны. Min tәмле тамак түгел, миңа күп кирәк түгел. Сөт типи һәм йомырка, баллары булсын сиңа. Сөт типи һәм йомырка, баллары булсын сиңа. Min тәмле тамак түгел, миңа күп кирәк түгел. Аш күмәч балык бутка, баллары булсын сиңа. Аш күмәч балык бутка, баллары булсын сиңа. Min тәмле тамак түгел, миңа күп кирәк түгел. Шоколад һәм туңдырма, баллары булсын миңа. Шоколад һәм туңдырма, баллары булсын миңа. Ну что ж, мы с вами прослушали песню. Много вариантов было. Шоколад и тундырма самое главное. Самое главное, конечно. Алмаз, давайте начнем с вас. Какие слова вы услышали и записали? Так, süt, Так. молоко, ипи, икмек, хлеб. Так, Еще. юмурка, Яйцо. яйцо Так. и аш. Аж. Хорошо, 4 слова у вас получилось. Что же получилось у ваших соперников? Итак, переворачиваем на камеру и читаем. Что же вы записали? Сет, Так. молоко, ипи, хлеб, Ага. юморка, яйцо, аш, суп. Ну, у нас еще тут другие слова тоже получились. Много вариантов, действительно. Тундырма и шоколад еще, Самое да. главное в нашей жизни. Итак, друзья, внимание, правильный ответ. В нашей песне прозвучали следующие слова. Süt, ипи, юморка, һәм аш. И обе команды получают по 1 баллу за правильный ответ. Я вас поздравляю. Ну что, друзья, как бы я ни хотел, чтобы одна из команд вырвалась вперед, не получилось. Потому что это одна семья, и в нашей сегодняшней игре со счетом 7-7 побеждает дружба, семья Миргаязовых. Я вас от всей души поздравляю. Ну что ж, наша программа подходит к концу. Туган җирең Идел буя. Һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы туган телем, дип язган Нажар Нәҗми. Друзья, учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня мы прощаемся, но ненадолго, потому что совсем скоро мы снова встретимся в студии канала ТНВ. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Пока-пока! Молодец, папа. Молодцы.